Сегодня в Нью-Йорке стартовала Генассамблея ООН. Впервые за 2 года там планируют лично встретиться Барак Обама и Владимир Путин. По данным Белого дома, именно президент России просил о встрече. Самого же Путина в Нью-Йорке встречали протестами. Под здание офиса российского представительства при ООН пришли сотни людей, чтобы выразить возмущение действиями российского лидера. Выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это исторически будет восстановлено, и все будет соответственно. И татары крымские наконец обретут покой и спокойно нормальную жизнь у себя на родине. Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, много чего было. Вот, поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают здесь выступать. Пока ему еще можно. Как правильно сказал Лев Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда. Накануне на саммите по устойчивому развитию Петр Порошенко обвинил Россию в смерти тысяч людей. По его словам, к таким последствиям привела аннексия России украинского Крыма и агрессия на Донбассе. Во время его речи в знак протеста из зала Генассамблеи вышел представитель России в ООН Виталий Чуркин. Сразу после Петра Порошенко свою речь произнес министр иностранных дел России Сергей Лавров. На обвинение президента Украины реакции не было. В результате вероломной аннексии России украинского Крыма, агрессии в украинский регион Донбасса погибли тысячи людей. Была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 части своего экономического потенциала. Военные действия России против Украины привели к росту экологических угроз и угроз для здоровья человека, а также привели к опасности социальной отчужденности. Химические объекты в конфликтных районах в восточном регионе Украины на прилегающих территориях представляют особую угрозу.